Чебоксарах открылась школа чувашской вышивки. В Национальном музее состоялось первое занятие. Наставники, опытные мастерицы научат не только создавать произведения искусства, но и дадут знания по истории чувашской вышивки. Вот это у меня будет платок жениха. Чтобы достигнуть такого уровня мастерства, одной только школы вышивки недостаточно. Среди преподавателей Любовь Возюкова. Она вышивает чувашские орнаменты уже 40 лет. В 1981 году в Новочебоксарске открылся филиал фирмы «Пахатерия», куда она и пришла устраиваться на работу. Именно тогда эти узоры покорили ее. Сейчас это любовь на всю жизнь. Чувашскую вышивку я первый раз увидела, когда я приехала сюда. Я из Башкирии. Когда я приехала в Чебоксары, и в 80-х годах уроки Евгении Николаевны Жачевой, как я увидела, по телевизору она показывала, обучала. Я сидела и любовалась. Не по любви здесь и не остаются. Чувашская вышивка настолько уникальна и самобытна, что не оставляет равнодушным никого. Столько значений, столько смыслов кроется в этих узорах. В прошлом году в Чувашии впервые отметили День чувашской вышивки. Он был учрежден указом главы Чувашской республики. И у нас было поручение сделать чувашскую вышивку максимально популярной, довести ее до каждого уголка Чувашской республики. И, конечно же, популяризировать настолько, чтобы она была доступна и для жителей других регионов. Так совпало, что занятия в школе чувашской вышивки начались поздней осенью, после окончания сельхозработ. Именно в такое время в селах издревле женщины начинали посвящать себя рукоделию. Обычно платье, одежду и орнаментацию костюма выполняли именно зимой. Именно вот, при свете лучины, на самом деле, как это пелось в песнях, наносилась вышивка. И весною произведения молодых вышивальщиц выносились на всеобщий обзор. Более 20 человек уже пожелали стать учениками новой школы. В основном это, конечно, представительницы прекрасного пола. Самой юной – 13 лет. Марию Люлину записала на уроки мама. Поддержала в этом начинании вся семья. Пока вся эта премудрость дается непросто, но оказывается, вышивка очень увлекательное занятие. Интересная история, техника вышивания. Очень интересно, занимательно. Ученики школы вышивки – это люди самых разных возрастов, профессий, степени подготовки. Заниматься им предстоит по субботам. Сформированы две группы. Помимо практических мастер-классов, их ждут лекции и домашние задания, как и в любом учебном заведении. Завершится курс обучения 12 февраля. К этому времени каждый должен будет создать свое собственное, пусть и небольшое произведение искусства. Национальный музей также прорабатывает на будущее видеоуроки и онлайн-курсы по чувашской вышивке. Это будет особенно актуально для жителей других регионов. Наталья Егорова, Елена Гальперина, Святослав Петров, Вести Чувашия.